Был в Италии. Сотрудник нашего посольства в Италии решил приобрести котенка своей дочке. Он пришел в питомник, и хозяин питомника попросил документы, он представил, и тут же ему выдали, нашему сотруднику, бланк, на котором было написано по-итальянски «Усыновление». Наш сотрудник стал изучать этот бланк долго, досконально. Ему надо было ответить на вопросы на этом бланке. На этом бланке было написано следующее. Укажите причину усыновления кота. Для ребенка, для того, чтобы ловить мышей, для подарка, чтобы любить и заботиться о нем, для общения с другим животным в доме, для вашего общения. Второе. В состоянии ли вы принять ответственность на себя по заботе, защите и любви к животному в течение его жизни, возможно, в течение 20 лет? Третье. Имеется ли аллергия к котам у кого-нибудь из членов вашей семьи? Четвертое. Обещаете ли вы стерилизовать кота, когда представится такая возможность? Пятое. Согласны ли вы отвечать на наши звонки для выяснения состояния и здоровья кота? И последнее. Что вы будете делать с котом, если уедете в отпуск, и кто будет ухаживать за ним? Пока сотрудник изучал этот бланк, пытался ответить на вопросы, владелец этого питомника посмотрел на нашего сотрудника, изучив документы, и сказал: «А вы из посольства, значит, вы временно в этой стране, и я вам не буду продавать котенка». Может быть, и нам стоит вот такие бланки завести, чтобы люди вдумчиво подходили к приобретению животных, и тогда не будет у нас беспризорных котов и собак. Я думаю, что это хорошая идея. А нашему сотруднику ничего не оставалось делать, как подобрать бездомного котенка на улице и дать дочери.